Участие в голосовании даже безопаснее похода в магазин. Примерно так выразилась глава ЦИК Элла Панфилова о предпринятых антикоронавирусных мерах. Маски, перчатки, одноразовые ручки, дистанция 2 метра и никакого прямого контакта. Всю информацию напишут на плакатах и указателях, чтобы лишних разговоров, а стало быть и возможности заразиться, не было. Маршрут движения продуман так, чтобы потоки людей на избирательных участках не пересекались. Вход с одной стороны, выход с другой. Каждому участнику голосования измерят температуру. Те, у кого она окажется повышенной, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении. А если идти совсем уж страшно, можно отдать голос и дома. Для этого нужно всего лишь-то подать заявление. Упрощен порядок голосования вне помещения для голосования. Если раньше надо было подтверждать уважительность причины, инвалидность, состояние здоровья, которые препятствовали возможности гражданина прибыть в помещение для голосования непосредственно, то теперь любая причина будет признаваться уважительной, в том числе боязнь посещения общественных мест. В течение тех же 5 дней, то есть с 25 июня по 1 июля, можно будет проголосовать, не выходя из дома, обратившись для этого в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо в территориальную избирательную комиссию, либо подав заявление на едином портале государственных услуг. Это новая функция, которая заработала с этого года. В основном в законе страны предлагают закрепить важнейшие социальные гарантии граждан, в том числе право на труд и его достойную оплату. Минимальный размер не сможет быть ниже прожиточного минимума. С принятием поправок в Конституцию уйдут, наконец, все споры про минимальный размер оплаты труда и приравнены его к величине прожиточного минимума, что происходит на протяжении длительного периода времени. Теперь будет все четко с принятием в Конституции. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Все эти записи в Конституцию гарантируют на долгое будущее стабильность, развитие в экономике и в социальном партнерстве. Также они будут служить опорой для того, чтобы не допускать и в других законодательных актах Российской Федерации ущемления прав трудящихся на долгие годы. В обновленной Конституции 4 статьи регулируют вопросы, связанные с развитием науки и технологий. Финансирование этой сферы поднимается на максимально высокий уровень. Правительство получит полномочия на государственную поддержку научно-технологического развития. В основном законе страны появится и цифровая поправка. Предлагается закрепить норму, что при использовании технологий в обороте данных должна обеспечиваться безопасность личности. Это станет абсолютным приоритетом для государства, наравне с вопросами обороны. Это та поправка, которая на самом деле назрела. У нас, мы все видим, на сегодняшний день в мире происходят такие уже даже изменения в свое время принесены были в доктрину информационной безопасности, что в мире происходит информационное противоборство. У нас в России очень много, вообще говоря, я бы сказал, подавляющее большинство информационно-телекоммуникационных технологий не отечественного производства. Эта поправка, которая сейчас вносится, это то, что информационные технологии и связь находятся в ведении государства. Это значит, что теперь его вся эта составляющая уже жестко его закреплена за государством. Ну, кто-то может сказать, что это может быть отчасти контроль интернета, там еще что-то, но я считаю, на самом деле, важным приоритетом является информационная безопасность. Суверенитет и территориальная целостность, защита семейных ценностей и гарантии трудовых прав граждан, социальная поддержка населения, доступная и качественная медицинская помощь. Всего в Конституцию страны планируют внести порядка 300 поправок, которые затрагивают все сферы жизни общества. Я считаю, что для населения это будет существенным прорывом. Более того, закрепляя такие положения, как социальных гарантий, это усиление 2 главы Конституции. То есть в развитии 2 главы другие главы начинают содержать в себе понятие минимального размера оплаты труда, дополнительных гарантий для семей с детьми. Общероссийское голосование начнется 25 июня за 7 дней до официально объявленной даты. Избирательные участки будут работать по отдельному графику. Ну а 1 июля традиционно с 8 до 20. Указом президента этот день объявлен выходным. Алексей Корчмалик, Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.